собак. Здравствуйте, дорогие ребята! Вы готовы к уроку русского языка? Уберите игрушки, лишние вещи, садитесь поудобней. Посмотрите на это солнышко. Что оно делает? Правильно, оно улыбается. Давайте и мы улыбнемся и поднимем друг другу настроение. Ребята, скажите, у человека может быть хорошее настроение, когда он болеет? Нет, конечно. А что нужно сделать, чтобы человек не болел? Как вы думаете? Возможно, вы сказали, нужно есть фрукты, заниматься спортом, мыть руки. Правильно. А что еще должен делать человек, чтобы не болеть? Мы узнаем сегодня на уроке. А также на уроке будем учить новые слова, научимся правильно отвечать на вопросы «какой», «какая», «какое», «какие». И вспомним части тела человека. Вспомним предметы, которые нам помогают оставаться чистыми. И узнаем, что будет, если не соблюдать чистоту. Ребята, давайте для начала вспомним части тела человека. Это человек. Вот голова человека. Повторите. Голова. Голова. На голове волосы. Волосы. Это ухо. Ухо. Вот шея. Повторите. Шея. А это руки и ноги. Руки, ноги. Это лицо человека. Это глаза. Глаза. Это нос. Нос. Это зубы и язык. Зубы, язык. Ребята, я сейчас прочитаю вам стишок, а вы покажите на себе то, что я называю. Вот лицо, глаза и уши. Это нос, мой рот и губы. А во рту есть язычок. Зубы покажи, дружок. Молодцы! Так вот, ребята, человек должен содержать в чистоте свое тело, умываться по утрам, чистить зубы 2 раза в день, утром и вечером, мыться в ванной с мылом и мочалкой хотя бы 1 раз в неделю. Если человек не будет этого делать, ему будет плохо, он может заболеть. А вы знаете, чистоту любят не только люди, но и животные.
Давайте вспомним, что нам помогает оставаться чистыми. Я загадаю загадки про эти предметы, а вы попробуйте отгадать, о чем я говорю. Слушаем. Гладко, душисто, моет чисто. Нужно, чтобы у каждого было мыло. Следующая загадка. Кто считает зубы нам по утрам и вечерам? Правильно, это зубная щетка. Слушаем дальше. Ей спины моей не жалко, с мылом трет ее. Мочалка. Молодцы. И еще. После ванной, после душа вас обнимет и просушит. Что это? Конечно, это полотенце. И последняя загадка. Хожу, брожу не по лесам, а по усам, по волосам. И зубы у меня длинней, чем у волков и медведей. Правильно, это расческа. Давайте еще раз вместе повторим эти предметы. Мыло, мочалка, зубная щетка, полотенце и расческа. Запомните, ребята, мыло, щетка и вода – наши лучшие друзья. Повторите еще раз. Мыло, щетка и вода – наши лучшие друзья. А сейчас давайте еще раз повторим части тела человека. Что это? Это нос. Повторите. Нос. Это ухо? Нет, это не ухо. Это глаз человека. Повторите. Глаз. Это что? Это ухо. Ухо. А это что? Это рука? Нет, это нога. Нога. А где же рука? Вот она, рука. Рука. Ребята, а как будет, если мы хотим сказать не об одной ноге, а о двух? Нога, ноги. О других частях тела мы скажем глаз, глаза, ухо, уши, рука, руки. Повторим еще раз. Нога, ноги, глаз, глаза, ухо, уши, рука, руки. Молодцы! Сейчас посмотрите на этот рисунок. Скажите, кого вы видите?
Это мальчик или девочка? Это мальчик. Какой это мальчик? Грязный мальчик. А это какой мальчик? Это чистый мальчик. А здесь что вы видите? Правильно, это кукла. Кукла какая? Чистая кукла. А это грязная кукла. А это что, ребята? Это полотенце. Какое полотенце? Грязное полотенце. А это какое полотенце? Правильно, чистое полотенце. Ребята, а это что? Это руки. Руки какие? Это чистые руки. А это грязные руки. Ребята, вы поняли, что такое чистый, а что такое грязный? Я надеюсь, что руки у вас всегда чистые, и зубы чистые, и лицо чистое, и волосы тоже чистые. А что нужно для этого делать? Нужно умываться. Давайте посмотрим на следующие картинки и ответим на вопросы. Что делает мальчик? Мальчик умывается. Он вытирает руки или лицо? Он вытирает руки. Бакыт чистит зубы? Да, он чистит зубы. А что он держит в руках? Правильно, это зубная щетка. Он причесывается? Да, он причесывается. А что у него в руках? У него в руках расческа. Итак, посмотрите, что делает Бакыт каждое утро. Бакыт умывается, он моет руки, чистит зубы, вытирает руки и лицо, причесывается. А теперь немного поиграем. Внимательно посмотрите, что здесь лишнее. Конечно, мяч здесь лишний предмет, потому что мяч – это игрушка, а остальные предметы нет. А здесь что лишнее? Правильно, мыло, так как голова, руки, ноги – это части тела человека, а мыла нет. И узнали, что же будет, если не мыться. Спасибо за внимание. До свидания.